Смотрите в программе. Реализация ремонтной программы отопительных систем выполнена на треть. Работы идут согласно графику. Долг Алданского района перед региональным оператором составила 18 миллионов рублей. Российский спорт уверенно начинает выходить из режима паузы. Как будет проходить подготовка к Олимпиаде? В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. Почти 4500 якутян трудоустроят в строительные компании до 2023 года в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Уже подписаны соглашения с двумя организациями, также разработаны и направлены на согласование проекты соглашений 25 компаниям, львиная доля из которых строительные. В этом году запланировано профессиональное обучение 200 безработных и незанятых граждан. Подготовка к отопительному сезону в Якутии идет по графику. Об этом сообщили на совещании с первым зампредом правительства региона Алексеем Колодезниковым. Он обратил внимание на то, что в установленные сроки должны быть устранены все замечания, а также получены паспорта готовности. В этом году на выполнение производственных программ по ремонту объектов коммунального комплекса и энергетики предусмотрено почти 29 миллиардов рублей. Предприятиям предстоит подготовить порядка 1200 котельных и свыше 4000 километров тепловых сетей по всей Якутии. На сегодняшний день реализация ремонтной программы составляет 33%. Мероприятия на предприятиях коммунального комплекса реализуются по следующим направлениям. Это ремонты основных оборудований объектов коммунального комплекса и электроэнергетики, формирование аварийного запаса оборудования, необходимых материалов и средств для выполнения аварийно-восстановительных работ, создание необходимого запаса топлива, экспертиза промышленной безопасности, проведение противоаварийных тренировок, учитывающих особенности предотвращения аварийной ситуации в условиях низких температур. Участок федеральной автодороги Лена в Алданском районе Якутии отремонтировали на 4 месяца раньше сроков. На 7 километрах трассы произвели укладку нового двуслойного асфальтобетонного покрытия, отремонтировали водопроводные трубы. Специалисты установили дорожные знаки и сигнальные столбики, обновили металлическое барьерное ограждение и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Отмечается, что последний раз ремонтные работы проводились на этом участке в 1994 году. Всего в 2020-м на трассе Лена запланирован ремонт 116 километров, 35 из которых будут отремонтированы капитально, а 58 защищено слоями износа. Долги населения, организаций и учреждений Алданского района перед региональным оператором составили 18 миллионов рублей. Комиссия из контролирующих органов выехала на проверку договоров услуг на вывоз мусора. С ними в рейд отправился Руслан Павлов и узнал, все ли подписывают бумаги и оплачивают вывоз мусора. Чисто там, где убирают, а не мусорят. Данную народную мудрость сегодня можно применить ко всем участникам процесса по вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов. В Алданском районе этим бизнесом занимается региональный оператор МУП «Переработчик». Несмотря на то, что процесс вывоза ТКО фактически беспрерывный, мусорные баки редко бывают пустыми. Машины выходят на линии 6 дней в неделю, выходной только в воскресенье. Есть проблемы отсутствия нужного количества автотранспорта. На сегодня у МУП «Переработчик» в Алданском районе 3 мусоровоза. Из них, как правило, можно так сказать, одна машина периодически находится в ремонте. Долги населения, организаций и учреждений района перед региональным оператором впечатляют более 18 миллионов рублей. 2/3 этой суммы – долги бизнеса перед переработчиком. Даже те предприниматели, юридические лица на сегодня, которые заключили договора, у них также имеется задолженность. Общая задолженность жителей и предприятий перед МУП «Переработчик» на сегодня составляет порядка около 18 миллионов рублей. То есть это те деньги, на которые на сегодня можно было и приобрести и технику, и те же самые баки установить, приобрести. Ну, в этом и есть проблема. Отношения с региональным оператором на бумаге оформили лишь 334 юридических лица и предпринимателя. На самом же деле предприятий, учреждений и магазинов в 3 раза больше. Поэтому прокуратурой района создана комиссия, которая проверит всех на наличие договоров и оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов. Планомерная работа велась в течение месяца. Сегодня списки готовы.
Мы получили требования от прокуратуры совместно с контролирующими органами провести рейды. Будем проверять наличие баков, заключенные договора, оплата. Внимание от мусорной проблемы отвлек коронавирус, но теперь, когда большая часть ограничений по безопасности снята, вопросы, требующие решений, возникают к обеим сторонам мусорных баррикад. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Западной же Якутии, а если точнее в Ленске, жители одного из многоквартирных домов решили запустить челлендж под девизом «Не ной и приведи в порядок свой двор». Жильцы дома номер 26 по улице Портовская считают, что начинать нужно с себя. И вместо того, чтобы пожаловаться на беспорядок и неблагоустроенные дворы, самостоятельно выходить на субботники. Что они делали и раньше, но в этот раз решили масштабно очистить территорию своего двора от зарослей шиповника, а также пригласить специалистов за отдельную плату. Уборка двора им обошлась буквально в 56 рублей с квартиры. Внимание на инициативных граждан обратил и мэр города, и поощрил активистов. Сколько людей, столько и мнений, что должен глава, должна управляющая компания все делать. Мы решили, что глава все-таки должен более актуальными темами заниматься, как благоустройство парка, площади и тому подобное. Поэтому мы решили, у нас 110 квартир в доме, мы скинулись по 50, буквально 6 рублей там вышло. Наняли рабочих, поскольку люди работают. Призываем всех собственников многоквартирных домов. Если не мы, то кто? Поэтому держите эстафету. Национальный художественный музей готов встречать посетителей поэтапно. Начиная с 8 июля продолжит работу выставка «Линия любви», имеющая возрастное ограничение 16+, и раскрывающая тему эротизма в творчестве великих мастеров 20 века. Всего на выставке представлено около 60 графических произведений художников, глубоко и разносторонне исследующих тему эроса, сокровенного начала, противоположного хаосу. Следующий этап открытия – это 16 июля. Мы открываем постоянную экспозицию. И здесь наших гостей ждет тоже новые произведения. С закрытием на реставрации галереи зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева западноевропейская живопись и в принципе, коллекция Михаила Федоровича Габышева будет представлена в основном здании Кирова, 9. 16 июля приходите, посмотрите обязательно. Все выставки будут работать с соблюдением правил безопасности, таких как измерение температуры на входе и обработка рук антисептиком. Войти без маски не получится. Вход в галерею и выход будут отдельными с соблюдением безопасной дистанции. Якутянин получил приглашение на кастинг популярного проекта Первого канала «Голос 60+». Уже через неделю инженер по снабжению из Верхнеколымского филиала ГУП ЖКХ Вячеслав Попов поедет на прослушивание в Москву. Агафья Гоголева с подробностями. Вячеслав Макарьевич вырос в музыкальной семье. С самого детства любил петь. В молодости играл на ударных инструментах. Любит исполнять эстрадные, народные и лирические песни. В репертуаре Вячеслава более 50 песен на русском и якутском языках. Сейчас инженер готовится к предстоящему выступлению. Берет уроки вокала. Сын мой попросил: давай, папа, пошлем заявку. Я сказал: ну давай, сам все это выйди на них и напиши анкету. Он выбрал 2 песни и 2 фото и отправил. Так, как говорится, даже и не думая, что мы там туда попадем. И вдруг неожиданно получили извещение, что надо уже туда быть в Останкино 15-16. Было очень неожиданно. Мы не ожидали этого. Год назад Вячеслав Попов стал победителем республиканского конкурса на НВК Саха «Энсулускун. Ты звезда». Также вокальные данные якутянина высоко ценили на международном фестивале-конкурсе «Алтын-Майдын» в Крыму.
«Золотой голос» – так называют его близкие и знакомые. Талант Вячеслава передался дочери, она музыкант, играет на скрипке, работает в филармонии Якутии, а в последнее время радует своим пением и один из внуков. Агафья Гоголева, Илья Сыромятников, Якутск. Российский спорт уверенно начинает выходить из режима паузы. У спортсменов возобновляются тренировки, постепенно открываются и учебно-тренировочные базы. О том, как спортсмены будут восстанавливать свой режим и что с Паралимпиадой, узнаем из материала нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. С точки зрения моральной и психологической я готова тренироваться, желание есть. Еще, наверное, даже больше, чем было до всей вот этой истории. Анастасия Диадорова уже рвется в бой. За 3 месяца самоизоляции и запрета на привычные тренировки ее квартира буквально стала спортплощадкой. Привычный бассейн заменила ванна, кардио сошло на велотренажер, силовые только с собственным весом. Но теперь, как делится с нами чемпионка, все это позади. Она наконец-то возвращается к полноценным тренировкам. Я уже плавала в бассейне. Сейчас по Москве в целом уже открыли бассейны, можно посещать их. И я плавала, конечно, очень классные ощущения, но координации вообще нет. Получается, мы не плавали 3 месяца, и это очень-очень большой срок, потому что обычно это 2 недели, максимум месяц. Все тренировки проходят со строгим соблюдением дисциплины и рекомендаций Роспотребнадзора. Сейчас первостепенная задача Анастасии – вернуть чувство воды, прийти в форму и, конечно, готовиться к Токио. Паралимпиада, как и многие другие международные события, была перенесена на 2021 год. А значит, как делится с нами спортсменка, велика вероятность обнуления уже пройденных отборочных соревнований. Мне так кажется, что, скорее всего, это все будет по новой. Потому что очень много времени прошло, получается целый год и практически год без соревнований. И здесь уже будет видно от того, кто как сможет быстро вернуться в форму и набрать форму для каких-то контрольных стартов, которые, скорее всего, будут также продублированы, как в этом году, только на следующий год. На Паралимпийских играх будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Ожидается, что в играх примут участие около 4500 спортсменов со всего мира. Члены российских сборных команд не могут предугадать, как сложится международная обстановка, но они, как и подобает настоящим чемпионам, уверены в себе и готовы побеждать. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На это пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.